В Тампонском районе начали реализовывать программу по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди инвалидов, их социальной реабилитации и укреплению здоровья. О том, как ведется работа, расскажет Мария Винокурова. В Хандыге на базе Центра спорта и культуры «Алроса» открывается группа адаптивной физкультуры и спорта. Для людей с инвалидностью предлагается открыть секции по легкой атлетике, футболу, волейболу сидя, голболу, настольному теннису, вольной борьбе, пулевой стрельбе. К занятиям будут привлекать инвалидов разных категорий, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения. Ответственной по адаптивному спорту назначена мастер спорта по северному многоборью, многократный чемпион республики Наталья Пермякова. Я буду привлекать население, общество, всего и детей, и взрослых, и вывозить их, собирать, как может команды создавать, может личников там кто-то будет, и тренировать и вывозить на соревнования. Анна Малявка занимается спортом с 6 лет. Все эти годы тренером была ее мама Надежда Богдановская. В 24 года в своем активе девушка имеет победы в районе и республике по легкой атлетике, метанию копья, настольному теннису. Для Анны лучшая награда – это улыбка и похвала матери. Она же должна все равно общаться со сверстниками, общаться с людьми, вообще и находиться в гуще событий, допустим, спортивных. Она сама захотела заниматься. Мне нравится бегать, чтобы места занимать. Первое. Мама моя поддерживает тоже. И очень за меня болеет, чтобы я победила. Родители детей с ограниченными возможностями с большой радостью восприняли новость об открытии группы по адаптивному спорту. Мария Винокурова, Джилсан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.